Это Семен. Он живет в 1995 году. Это Егор. Он живет в 2012 году. Реальный доход Егора в 5 раз больше, чем у Семена. Но кто из них более счастлив? В середине 90-х косметические пристрастия Семена ограничивались хозяйственным мылом, зубной пастой Алиса, одеколоном Тройной и одноразовой бритвой Спутник. Его жена пользовалась дешевой косметикой для стран третьего мира. Во время бритья Семен порезался, но это не проблема. Его спасает кусочек туалетной бумаги. Утренние процедуры Егора длятся долго. Как и 30% российских мужчин, он использует средства по уходу за кожей. Россиянки позиции не сдают. В среднем тратят на средства по уходу в 1,5-2 раза больше американок. Одни только москвички за год спустили на свою красоту 70 миллиардов рублей. Приводя себя в порядок, Егор с горечью замечает, что из-за нехватки времени он не успел обновить маникюр. В гардеробе Семена немного вещей, но все импортные. Американский Майк, немецкий Абидас, французский Лакросте. Все нелегально пошиты на китайских фабриках для 242 вещевых рынков Москвы. Главный из них, Черкизон, был открыт в 1993 году. Каждый день его посещает более 1 миллиона человек. Об этом Семен узнает из газеты во время завтрака, когда лакомится хлебом с маслом и заваренным накануне чаем. Гардероб Егора разнообразен, но надеть нечего. С большим трудом Егор выбирает пальто Шевиньон, джинсы Ренглер и рубашку Пола Данхилл. На ноги осенние туфли Марио Бруни. Еще 10 лет назад подобный лук встречался только в глянцевых журналах. Вещевые рынки в прошлом. К 2011 году их число сократилось вдвое. После закрытия Черкизона в 2009-м остановилась работа целого пекинского торгового района Ябаолу, который поставлял товары для сбыта в СНГ. На смену стихийным барахолкам в 2001 году пришли крупные торговые центры. В одной только Москве их 78. По количеству торговых площадей Россия занимает 1-е место в Европе. Об этом Егор читает в iPad'е, когда ест надоевшие ему мюсли и пьет йогурт. Спустившись во двор, Семен садится в машину. Карбюратор барахлит, но Семен любит свой автомобиль. В конце концов, не каждый может себе позволить личное средство передвижения. Во дворе Егора ждет Hyundai Solaris Classic, самая популярная иномарка в России в 2011 году. Ее купили 100 тысяч российских автолюбителей. Вообще-то Егор хотел Мазду, но был вынужден пойти на компромисс с самим собой, чтобы не влезать в кредит. Обеденный перерыв Семен проводит на рабочем месте. К 1995 году количество предприятий общепита сократилось в 6 раз. Стали появляться рестораны быстрого питания, но на среднюю зарплату в Макдональдсе можно купить всего 38 гамбургеров. Поэтому сегодня наш Семен обедает тем, что принес из дома, радуясь тому, что экономит. 2 часа дня. В офисе звукозаписывающей компании, где работает менеджером Егор, перерыв. Сегодня в Москве действует порядка 30 тысяч ресторанов и кафе. Обедая, Егор переживает, что совсем отвык от домашней еды. В кино не попасть. Кинотеатры закрываются один за другим. Альтернатива – вечер-дискотека, кому за 30. Поэтому путь Семена лежит прямо домой. С порога его начинает пилить жена. Нужны новые колготки, но денег нет. Чтобы отвлечься, мужчина занимает просевший диван и смотрит на старом телевизоре новую ультрамодную программу «Угадай мелодию». Рабочий день окончен, но ехать домой еще рано. Нужно встретить жену в торговом центре, где ежедневно бывает по 160 тысяч человек. Там же можно сходить в кино и заодно поужинать. Жена закатывает скандал. Уже 2 месяца муж не радовал ее обновками. В ответ Егор предлагает слетать в Италию, заодно и купить там все необходимое в бутиках. В 2011 году за границей отдохнуло 14,5 миллионов россиян. 4 миллиона из них выехали специально, чтобы сделать покупки. По уровню покупательской способности Россия занимает 7-е место в мире, обгоняя Англию, Францию и Италию. Ночью Семену не спится. Сверху ссорятся соседи, и неясно, где взять денег на новые колготки. Не говоря уже о ремонте машины. «Прорвемся», — думает с улыбкой Семен и закрывает глаза. Егору не спится от воя сигнализации за окном. Уставившись в потолок, мужчина думает, что на покупку загородного дома ему придется копить еще 4 года. Егор включает новенький HD-телевизор. В 2011 году такой же купили 7 миллионов россиян. Куда все же лучше слетать? В Италию или в Испанию? Там, говорят, все дешевле. Жили же раньше люди, горя не знали, с грустью думает Егор. Вот брошу все и перееду в Бангкок. Может, хотя бы там почувствую себя счастливым.